Зовут меня Трушко Михаил Станиславович. В данный момент я являюсь сам генеральным директором ТТ Групп. Это SPV-компания турецкая, которая реализует в Московской области проект строительства текстильной фабрики полного цикла. Для того, чтобы затащить сюда серьезных инвесторов, это совместная работа. Причем 90% работы – это работа органов власти. Развитие любой особой экономической зоны – это, с одной стороны, предпосылки, с другой стороны, это целенаправленные шаги местных властей, специализированной управляющей компании по созданию нужной среды, бизнес-микроклимата и созданию соответствующих условий в следующем. Это длительная работа. Есть три фактора, определяющих конкурентоспособность территории. Прежде всего, это земля. Второе – инфраструктурная обеспеченность. Третье, я бы всегда ставил на первое место, это уникальная квалификация людей, оседло проживающих на данной территории. Любое развитие происходит на данном конкретном земельном участке реальными людьми, которые имеют свою собственную мотивацию создавать именно здесь, а не где-то. Успех и провал экономической зоны зависит от ее политики, от системы стимулов и от того, где она расположена, от того, как она развивается и управляется, а также от эффективности работы с специальными инвесторами. Город будущего, он должен быть экологичный, он должен быть транспортно полностью сгруппированный, все производственные подразделения должны быть вынесены с точки зрения безопасности, но они должны быть хорошо соединены. В Грозном должно хотеться жить, потому что здесь классно. Классный центр, но в то же время 15 минут и ты уже на природе. Михаил Станиславович, еще раз спасибо за приезд. У нас в республике все вопросы, которые вы озвучили, под личным контролем нашего главы региона. Как вы знаете, он очень требовательный. Если бы он не был таким, то таких результатов, которые у нас уже есть в городе и в республике, этого не было бы. Потому что после двух военных кампаний мы все знаем, как тяжело восстановить экономику и республику по всем направлениям. Велась работа за короткий срок, многое сделано. Мы уверены под руководством нашей главы, что мы достигнем еще больше. Мы все делаем, чтобы инвестора привлечь, и что бы мы ни произвели, это должно быть рентабельно. Поэтому мы и дальше будем сотрудничать, полностью проанализируем, что можно у нас производить и какое производство для нас и для инвесторов будет лучше. Мы до сих пор никому не создавали проблемы, кто к нам пришел, вложил, строил, инвестировал и так далее. Лишний раз подтвердили тот настрой, который сегодня есть у нас, понимание этой функции особой экономической зоны. Мы готовы к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными лицами. Приходит человек, предлагает добрые дела, мы с распростертыми объятиями. Мы всем рады, мы всех выслушаем. И если есть хоть какая-то малейшая выгода, мы с радостью примем любые предложения. В части инвестирования, в части размещения этих мощностей. Эта площадка, она как бы первая ласточка, вся территория ее 256 гектаров. И дальше при поддержке главы республики мы рассчитываем расширить эту зону, дальше развиваться рассчитываем. Настрой у нас есть, благо кадры, старые закалки тоже есть, но и молодежь у нас очень быстро учится, все хватает на лицо.